уже писал при подключении микрофона слишком большое количество подключений или чего-то такого. Сейчас проверить не получится, да? Ну вот я включилась, да, вроде все нормально. Да, и вон тут выбивает все это дело. Вот, ну слайд я вставила, вот чтобы мне скинули. Ага. Вот, презентация вроде все нормально щелкается. Хорошо, ну вы если что наберете, я спущусь потом к компьютеру. Ну да. Верю, что это такое дело. Я не знаю, да? Нет, давайте первый. Хорошо, тогда я вашего звонка жду, да? Получается. Хорошо, хорошо, тогда буду ждать. Ну, сейчас как получится. Хорошо, хорошо, тогда ладно. Чё дома не сидишь? Чё дома не сидишь? Заразу не распространяй.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, педагоги, родители. Если вот меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Замечательно. Хорошо. Так, мы, пожалуй, с вами начнем и сегодня поговорим, как сохранить психологическое здоровье детей в условиях самоизоляции, а также как сохранить психологическое здоровье детей в условиях детского дома, также связано с самоизоляцией. На экране в правом верхнем углу двойная стрелочка, можете сделать презентацию в полный экран. И вот самоизоляция – наша новая реальность. Реальность, которая означает то, что мы 24 часа в сутки вынуждены находиться дома, да, в пределах одной квартиры, всей семьей, взрослые и дети. И в этот период важно сохранить здоровье, в том числе и психическое, и психологическое, поддерживать друг друга и организовывать свой день так, чтобы он не только не утомлял, но и прошел с пользой и с интересом, и прежде всего для наших детей. Для начала разберемся с двумя понятиями. Это психическое здоровье, которое подразумевает не только отсутствие психических расстройств и форм инвалидности, но и также состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психологическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества. Что же такое психологическое здоровье? Так. Психологическое здоровье, оно включает у нас состояние душевного благополучия, да, адекватное отношение к окружающему миру и отсутствие болезненных психических явлений, фобий, неврозов и тому подобное. Какие же основные критерии психологического здоровья выделяют? Будем рассматривать с учетом нашей ситуации, самоизоляции, коронавируса, адекватное восприятие окружающей среды. Что от нас требуется, если мы психологически здоровы, да? Не паниковать, не пренебрегать правилами безопасности, а адекватно воспринимать ситуацию, связанную с коронавирусом. Осознанное совершение поступков. То есть в настоящий момент что мы с вами делаем? Желательно сидим дома, ограничиваем себя в контактах, не ходим по гостям к друзьям, братьям, сестрам, не устраиваем совместные пикники, прогулки по торговым центрам. Активность, работоспособность стараемся сохранить. По целеустремленности скажу немножко позже. Чувство привязанности и ответственности по отношению к близким людям. Такой пункт, который хотелось бы, чтобы он был актуален и в ранних условиях, да, не только в самоизоляции. Один из важных пунктов. И дальше способность составлять и осуществлять свой жизненный план. Сейчас планируем, желательно каждый день, по планированию тоже будет дальше в презентации. Если это были основные критерии, да, то основные способы укрепления психологического здоровья – правильное питание и режим, занятия хобби, физическая активность, позитивное времяпрепровождение, эмоциональная устойчивость и саморегуляция. Ну а также почему бы не заняться в условиях самоизоляции искоренением вредных привычек. Это было все про взрослых, да, почему мы начали со взрослых? Да, потому что ребенок беспомощен, но мудрость взрослых дает ему защиту, так как именно окружающие ребенка взрослые способны создать приемлемые условия для его полноценного развития. Основа такого развития – психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье человека в целом. Немного расскажу о психологическом здоровье ребенка. Какой ребенок будет психологически здоров? Что туда входит? Интеллектуальное развитие,
То есть ребенок проявляет умственные способности, любознательность, достаточно высокий уровень обучаемости. Социально-нравственное. Ребенок честен, эмпатичен, коммуникабелен, терпим, сформированы навыки общения. И эмоциональное. Уравновешен, адекватен в своей самооценке, способен удивляться и восхищаться. Естественно, все в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. И данная ситуация предполагает у нас угрозу жизни, что вызывает тревогу и, естественно, нарушает привычный уклад жизни не только взрослого, но и в первую очередь наших детей. Как пережить вот это вот непростое время, как минимизировать издержки для психики и возможно ли это вообще? Конечно, возможно, но отчасти, да, опять же мы должны начать с кого? С родителей. Что нужно делать в первую очередь родителям? Организовать жизнь, постараться хотя бы организовать жизнь точно так же, как если бы вы работали, а дети учились или посещали детские сады. Да? Что имеется в виду? Сохраняем подъемы и отбои. Во сколько мы ложились в будни, во сколько просыпались в будни, как мы жили на выходных. Сохраняем также режим питания. Не сбиваем себя с ритма. Стараемся жить, то есть по привычному графику будних и выходных дней. Стараемся планировать каждый день. Не только свою деятельность планируем, но и деятельность своих детей, что создает такую подушку безопасности для ребенка. Я знаю, что будет сегодня, я уверен в сегодняшнем дне. И обязательно помним про время для уединения, хотя бы час постараться выделить на себя, где вас никто не дергает, где вы можете посидеть спокойно в телефоне, почитать, принимать ванну, посмотреть сериал, но это будет ваше время, а не время для важных и полезных дел. Что это дает? Дает возможность родителям отдохнуть, переключиться и с новыми силами посвятить время ребенку. Будьте гибкие в первую очередь. Дальше. Старайтесь меньше прокрастинировать, да? Когда сидим дома, не знаем еще, сколько продлится карантин, сколько у нас будет времени, поэтому некоторые дела откладываются на потом. И такая иллюзия заставляет нас расслабиться, а в итоге мы ловим себя на мысли, что чувствуем какое-то неудовлетворение, недовольство собой перед горой дел, которые сами себе, как известно, эти дела не сделают. Поэтому опять же возвращаемся к планированию. И вот по поводу целеустремленности живем мелкими задачами. Не пытаемся объять необъятное, потому что работу по удаленке никто не отменял, дистанционное обучение у детей тоже никто не отменял, дошкольников тем более нужно чем-то занимать. Поэтому, например, утром часы, которые бы мы потратили на дорогу на работу, можем провести за уборкой пары кухонных шкафов, а вечером эти час, полтора-два, да, потратить на чтение с детьми или настольную игру всей семьей. Еще один из важных пунктов – это делегировать больше свободы детям и больше ответственности в том, в чем раньше мы как родители не решались, сообразно возрасту ребенка, конечно. Что и как должен делать ребенок, в каком возрасте, да? Можно опять же посмотреть в интернете, там все обязанности ребенка прописаны. И самоизоляция нам дает такую возможность, что мы можем привить ребенку те навыки, которые упустили ранее, или где-то в чем-то развиваться наперед. И даже если дети в чем-то ошибутся, помните, все поправимо. И иной раз лучше вот единожды разобраться с последствиями, чем бесконечно, точечно контролировать все мыслимое и немыслимое. Следующий пункт – фантазировать. Что же под ним подразумевается? То есть фантазировать, попробовать покреативить. Попытайтесь запланировать на каждый день что-то увлекательное, приготовить новое блюдо,
там, принять участие в вебинаре на давно интересующую тему, устроить с детьми костюмированную вечеринку, заняться новым хобби для себя. То есть открывать каждый день что-нибудь новое. Двигаться. Надо не забывать двигаться. Сейчас опять же на ютубе, в интернете куча разных роликов, да, с фитнес-тренерами. Подобрали тренировку для ребенка, подобрали тренировку для себя. Выбрали такую тренировку, чем можете заниматься вместе всей семьей. И обязательно также нужно беречь свои личные семейные ритуалы. Была традиция ходить всей семьей в кино раз в неделю. Устройте свой домашний кинотеатр, соберитесь вместе всей семьей, просмотрите, да, обсудите этот фильм. Или была традиция по выходным ходить в гости. Попробуйте провести встречу по скайпу или в Zoom, да. Формат необычный, но все-таки можно попробовать. Общаться. Появилось много времени. Это такая возможность, когда можно уделить больше времени, больше общения близким, друзьям, когда в обычном нашем режиме нет времени, сил, желания, да, лишний раз позвонить, связаться с близкими или друзьями. Но один из таких основных функций для родителей, пунктов, постараться не ссориться. Да, это непросто. Ситуация карантина, естественно, стрессовая, взрывоопасная, но нужно постараться сглаживать углы, иначе пережить вот это время будет очень сложно. Для ребенка важен очень этот пункт, да. Родители ведут себя адекватно, ребенок тоже подстраивается под родителей, чувствует их состояние. И, естественно, если родители адекватны, спокойны, ребенок тоже адекватен и спокоен. Следующий слайд. Нужно ли вообще говорить с ребенком о коронавирусе? Ну, мы уж в такой ситуации, когда о коронавирусе говорят на всех радио, на всех телеканалах, люди между собой и дети, как бы нам не хотелось, в курсе, может, происходящих событий. Тем более, что применяются вот эти меры по самоизоляции граждан, закрываются сады, школы, надеваются маски, часто дезинфицируются руки. Ну и ребенок любого возраста начнет задавать вопросы о происходящем вокруг. Дети у нас имеют право все-таки на достаточную информацию. И ваша обязанность, как родителей, да, рассказать ребенку о правилах безопасности и опять же охранять его психологическое здоровье. Как начинать разговор, если сам вот родитель, взрослый человек испытывает стресс? Опять же, из самых сложных задач сохранять свое спокойствие. Постарайтесь принять ситуацию, научиться в ней жить и ни в коем случае не паниковать. Да. Высшие техники, как сохранить психологическое здоровье, были представлены. Помните, что дети до 6-7 лет крайне чувствительны к эмоциональному состоянию родителей. А опять же, дети-подростки склонны остро и неадекватно реагировать на психологические срывы родителей. И ваша задача сделать так, чтобы ваш дом был надежным островком спокойствия в этом сложном мире. Поэтому не злоупотребляйте телевизором, жестко фильтруйте источники информации. И желательно при детях не обсуждайте драматические такие события. Вам необходимо сформулировать свою позицию наиболее реалистично, выбрать подходящее время для беседы с ребенком. Поймет ли вообще ребенок объяснение, ребенок младшего возраста? Как можно дошкольникам рассказать, преподнести эту информацию? Мы можем ответить, что сейчас в мире многие люди немного простудились, приболели. Поэтому врачи, президенты всех стран попросили нас побыть дома, чтобы мы не заразили друг друга, сохранили здоровье себе. С малышами можно активно применять игровую форму общения, да, как же быть здоровым, мыть ручки, да, с песенкой, читать книжки про Айболита, придумать историю про супергероев в масках.
самое важное, если ребенку данной информации достаточно, то не следует рассказывать ему больше, чем нужно. В целом отвечаем только на те вопросы, которые задает сам малыш. Для подростков. Подростки у нас сами могут и новости посмотреть, да, и в интернете промониторить, что нужно от родителей. Владеть информацией чуть более широко, чем подросток, да, смотреть на информацию с разных сторон, быть более осведомленным. И важно вовремя скорректировать, да, информацию, которую получил подросток из интернета, преподнести ее в нужном ключе. А лучше предложить ребенку совместно изучить ту или иную тему. Так, если ребенок все равно проявляет признаки депрессии, волнения, тревоги, да, может быть такое, но ваша задача следить за эмоциональным фоном своих детей. Зачастую дети больше переживают не за себя, а за близких, например, пожилых родственников, бабушек, дедушек. Что мы можем сделать в этой ситуации? Это позволить детям чаще звонить бабушкам и дедушкам, при возможности использовать видеосвязь. Также можно строить оптимистические планы на будущее, мечтать о путешествиях, прогулках, интересных мероприятиях и всячески подчеркивайте, что все будет в порядке. Как это в порядке можно подкрепить? Это можно рассказывать о врачах, которые обязательно помогут, о добрых волонтерах, которые не забудут про бабушках и дедушках, об ученых, которые работают над вакциной и лекарствами, о предприятиях, которые увеличили производство медикаментов и оборудования. Опять же, создаст уверенность в ребенке в завтрашнем дне, да, что работа идет, что этим люди занимаются, что мы защищены. Только важно оставаться дома. Дальше. Что же делать, если в какой-то момент родитель не сможет подобрать нужные слова? Да, поддержка сейчас важна не только у нас для детей и подростков, но и для взрослых. В случае затруднений при общении с ребенком вы можете найти нужные рекомендации на официальных сайтах ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора, позвонить по единому телефону доверия для детей, подростков и родителей, да, чтобы разобраться и со своими состояниями, и помочь ребенку справиться. Также можно записаться на консультацию Сыктывкарского консультационного центра. Вся входная информация будет в конце презентации предоставлена. Разговор о коронавирусе начали, проговорили. Как правильно завершить разговор на тему вируса? Всегда должны заканчивать разговоры на позитивной ноте. Следите, еще одно важное такое замечание, следите за собственными высказываниями. Иначе одна неосторожная фраза в разговоре с супругом, супругой, с кем-то по телефону может свести на нет все аргументации для ребенка. От информации целиком и полностью мы оградить детей не сможем. Но ваш успокаивающий голос должен быть намного громче, чем все источники информации вместе взятые. Какими же еще способами можно поддержать психологическое здоровье ребенка? Основное внимание мы делаем на распорядок дня. Опять повторяюсь, максимально близкий к школе или к детскому саду. Если берем детский сад, да, то день должен быть наполнен обычной рутиной. Зарядкой, уборкой, играми, занятиями. Да, это требует огромных усилий и желания от родителей. Но не организовав режим дня, будет очень сложно организовать психологическое спокойствие, поддержать психологическое спокойствие ребенка. Многие школы сейчас пытаются организовать дистанционное обучение, поэтому следим за временем, который проводит ребенок за онлайн-учебой.
Нужно научить его разумно чередовать периоды занятий и отдыха. Ориентироваться можно на продолжительность школьных уроков и перемен. Далее, если учеба у нас дисциплинирует, организует, не дает расслабиться, то совместные игры помогут сплотиться и ощутить вам всем, что вы единое целое, почувствовать любовь и заботу друг о друге. Что же подразумевается у нас под совместными играми? Любые настольные игры, да. Если площадь квартиры позволяет, можно организовать и совместные подвижные игры. Не менее интересные психологические интеллектуальные тесты, пройти которые можно также всем вместе обсудить это все. А можно всей семьей заняться творчеством, порисовать, создать что-нибудь для уюта. Или, например, вместе приготовить ужин. Будет замечательно, если получится организовать разговоры по душам, которые создадут атмосферу душевной теплоты и близости, взаимопонимания и уважения друг к другу. И важно не забывать, что ребенку тоже нужно личное время на личные дела. Чем он хочет заниматься, он в это время должен выбрать сам. Главное в этот непростой период просим прощения, сейчас слышно или не слышно меня? Если слышно, поставьте плюсики, да, пожалуйста. Так, связь, значит, появилась. Мы тогда с вами продолжаем, да, и дайте ребенку вот время на личные дела. Следующее, про что мы с вами поговорим, что же у нас требуют дошкольники в период самоизоляции. Ну, с ними все значительно проще для них самих, да, они счастливы, что наконец-то папа, мама дома, но вот только эти папа... Так, сейчас тогда, если нет звука, проверьте подключение у себя, больше плюсиков пока идет. У меня тоже показано, что звук есть. Сейчас тогда еще минутку подождем. Так, замечательно. Да, малыши у нас счастливы. Папа, мама рядом, значит, все внимание может быть для них. Конечно, у нас дошкольники сами играть не умеют. Основная задача, да, родителей набраться сил и все-таки уделять внимание детям. И можно распределить нагрузку между супругами, да, чтобы и мама, и папа могли восстановиться, чтобы у них было свободное время. Сейчас минутку. Да. Все хорошо. Вроде все плюсики. Да. Так, переходим к младшим школьникам. Как в рекомендации дополнили, да, научите красиво их мыть полы, складывать вещи. Младшим школьникам мы, естественно, в этих направлениях помогаем, направляем, и что основная задача родителей — не мешать. Видим, что ребенок проявил инициативу, хочет что-то сделать сам, естественно, если это не угрожает его жизни, то мы не мешаем, пользуемся свободной минутой и где-то посвящаем время себе. Подростки. Подростки как? Оказались заперты дома, могут, естественно, недовольны, им необходимо общение, необходимо встреча с друзьями, выходить на улицу. Но с чего нужно начать? Это, естественно, начать с простого и честного разговора. Расскажите подростку о том, что вы видите, что с ним происходит. Это могут быть такие фразы, как «я вижу, что тебе тяжело, я бы в твоем возрасте тоже от этой ситуации на стену лезла, да я и сейчас лезу, невозможно сидеть дома безвылазно». Или «я вижу, что ты скучаешь по свободе, по прогулкам, по друзьям, тем не менее это опасно. Опасно не только для тебя».
Или такая формулировка может быть: мы сидим, чтобы остановить вирус, притормозить его, чтобы все люди не заболели одновременно. И это ужасно сложно. Я вижу, как ты мучаешься. Скажи, как я могу тебе помочь? Мне надоело ссориться из-за этого. Давай найдем вариант, чтобы тебе было хорошо. То есть такие разговоры за период самоизоляции, естественно, будут вестись не раз и не два. Их нужно вести постоянно. Постоянно отражать его чувства, эмоции, поддерживать, показывать то, что мы его понимаем. Подросток, да и любой ребенок сейчас слабее. Ему нужно помочь пережить эти времена. И, конечно, это основная задача родителей. Что же за планы у нас такие на презентации? Да, план А, план Б, план С. В ситуации, когда реализация опасного для жизни сценария кажется вполне вероятной, важно иметь план действия. Да? Когда нам хочется выйти на улицу, что же мы должны рассказать подростку, как можно с ним спланировать дальнейшую жизнь. Когда вы будете понимать, как действовать, если кто-то из членов семьи заболеет или потеряет финансовую стабильность, то если мы это покажем подростку, то он будет чувствовать себя более уверенно. Ситуация будет происходить не там где-то за окном, да, а внутри дома. Важно обсудить план действий с подростком, что со всеми членами семьи, а не просто говорить детям то, что они должны понять. Важен диалог и совместный поиск ответов на вопросы. Так для ваших детей ситуация с вирусом перестанет быть абстрактной новостью, да, из интернета или телевизора. Они увидят, что если кто-то из родителей заболеет, им придется либо разлучиться с вами на длительное время, либо взять часть обязанностей взрослого на себя. Тем самым вы сделаете видение ситуации для детей шире, а не просто запретите им выходить из дома, потому что вам страшно. Вы разделите с ними ответственность как с равными. Важно взглянуть на ситуацию глазами вашего подростка, да? Чтобы прочувствовать это на себе, выполните следующее упражнение. Можно взять 2 стула, на одном стуле посидите с позиции родителя. Сосредоточьтесь на своих ощущениях в теле, своих чувствах и эмоциях. Далее выйдите из роли родителя. Теперь вы подросток. Пересядьте на другой стул. Закройте глаза, погрузитесь в эту роль. Что вы чувствуете теперь? Какие у вас ощущения? Какие чувства вы испытываете? Возможно, вы почувствуете грусть, злость, тоску, отчаяние. Затем вернитесь в позицию родителя и подумайте, как вы можете поддержать своего подростка, какие слова ему сказать, чтобы помочь справиться с тем океаном переживаний, который бурлит у него в душе. И обязательно скажите эти слова поддержки вашему сыну или дочери. Таким образом, вы прямо проявите заботу о них. Прямые слова любви и поддержки подростки понимают лучше, чем косвенные проявления любви через страхи, запреты и ограничения. Что еще можно провести? Это провести совместный просмотр и обсуждение тематических фильмов. То есть вот как фильм «Заражение» можно сесть, посмотреть, какие последствия, как сказывается на героях фильмов, как бы подросток повел себя в этой ситуации. А также, если вы посчитаете нужным, вы можете предоставить подростку возможность выходить на улицу в рамках установленных в регионе правил. Например, вынести мусор, сходить до ближайшего магазина, выгулять собаку. Но опять же, если вы посчитаете это нужным. Далее. И еще одни из некоторых рекомендаций, как можно организовать свой день. Например, 1 или 2 раза в неделю, раз в 2 недели можно организовывать семейные планерки в домашнем офисе.
Темы для обсуждения могут быть совершенно разными. От незначительных проблем, возникших у ребенка в садике или в школе до периода самоизоляции, до глобальных, которые стоят перед всей семьей. Ремонт, переезд, празднование дней рождений. Например, какие обязанности будут у детей в течение этой недели или двух. То есть мы опять делегируем какие-то обязанности ребенку. Как мы запланируем отпуск в этом году? Как создать уют в нашем доме? Как нам относиться друг к другу, чтобы все получили от этого удовольствие? Какие покупки мы планируем в ближайшие выходные? И обсуждайте не только детские проблемы, но и взрослые. Например, маме не хватает времени и сил на домашние дела. Чем ей может помочь каждый член семьи? Основные этапы проведения переговоров – это первый этап – подготовка. Каждый член семьи готовится к переговорам, формирует свои предложения и желания, подбирает аргументы в защиту своей позиции. Возможно, уже на этапе подготовки к переговорам возникнут идеи, которые могут всех устроить. Прояснение и выдвижение предложений. То есть участники сидят за столом, на диване, в гостиной и предлагают то, что они хотят выдвинуть, что для них было бы удобно. Другие задают уточняющие вопросы, внимательно слушают. Следующий этап – сбор предложений, мозговой штурм. На данном этапе предстоит договариваться, предлагать различные альтернативные варианты, вносить в новые предложения, где-то уступать, а где-то приводить дополнительные аргументы в пользу своего решения. Негативные эмоции могут настигать именно в этот период. И что важно, принятие решений на данной стадии будет озвучен либо вариант, который устроит всех, либо, если эмоции перехлестывают, появились какие-то негативные высказывания, то лучше этап принятия решений отложить на потом. И закрепление договоренностей. Достигнутые в переговорах решения рекомендуется зафиксировать на бумаге и повесить на видное место. Это особенно актуально для подростков, которые часто могут забывать о договоренностях. И что еще важно для семейной планерки – приятное завершение. Всегда завершайте переговоры чем-то вкусным, интересным и приятным для всех членов семьи, чтобы сформировать позитивное отношение к этому мероприятию, чтобы его ждали не только как помощь в решении проблем, но и повод классно провести время вместе. То есть основная задача родителя в этих переговорах – научить ребенка коммуникации, аргументированно обосновать и отстаивать свою точку зрения, слушать других, с уважением относиться к их мнению, даже если он с ним не согласен. То есть благодаря переговорам ребенок сформирует навыки сотрудничества, принятия решений, управления своими эмоциями. Важно, что родитель ведет себя адекватно ситуации, умеет выслушать, умеет принять аргументы другого, и практика ведения переговоров дома будет способствовать спокойствию и пониманию вашей семьи, что каждый член этой семьи услышан и понят. Опять же, возвращаемся к заботе о личном пространстве. Важно организовать личное пространство не только для детей, но и для взрослых, где каждый может иметь возможность уединиться, что поможет снизить риск возникновения неприятных инцидентов, которые могут провоцировать конфликты у вас дома. Новые ритуалы общения и заботы друг о друге. Что тут подразумевается? Можно придумать, сделать доску предложений, мнений, просьб, пожеланий, устраивать дни комплиментов, совместное чтение литературы, совместно готовить ужин или организовать помощь, например, брату с математикой. Дальше. Еще важно обратить внимание на способы снятия напряжения. В интернете можно посмотреть на сайте телефона доверия, но нужно помнить, что важно не только овладеть ими самому, но и обучить членов своей семьи, подобрать соответственно
возраста. Далее. И такие еще универсальные советы, которые помогут каждый день, несмотря на условия самоизоляции, это улыбайтесь детям и друг другу чаще. Говорите с юмором, не будьте занудой. Подумайте, чем вы можете быть интересны своим детям, партнеру, чему вы можете научить своего ребенка, а чему вы можете научиться у своего ребенка, чему он вас может научить. И не боимся попросить его о помощи в этом. Научитесь слушать, чтобы услышать, а не просто ответить. Разделите между супругами обязанности по часам. Для детей-школьников введите беззвучные 1-2 часа. Что под ними подразумевается? То есть в эти 1-2 часа мы молчим, но можем общаться при помощи жестов, мимики, рисунков. Введите тихий час. Не обязательно на нем спать. Можно почитать, порисовать. Каждый в тишине займется тем, чем он считает нужным. Также можно устраивать домашние мини-спектакли с куклами или переодеванием. И важно помнить про свою психологическую безопасность. Как же пережить самоизоляцию в условиях детского дома? Наш детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, номер 3 города Сыктывкара. На данный момент в нем находится 60 воспитанников. Воспитанники у нас живут по семьям, группам по 12 человек. И самоизоляция у нас началась, как школу закрыли школы 16 марта. Самоизоляция проходит у нас достаточно спокойно. За счет чего? За счет четко спланированного режима дня. Его я вам далее представлю. Также в детском доме проводится регулярно влажная уборка и дезинфекция помещений и ежедневная термометрия воспитанников утром и вечером и сотрудников по приходу на работу. Вот представлен режим дня одной из семей. Важно было организовать его так, чтобы семьи между собой пересекались минимально. Начинается день с 7 утра. Подъем, зарядка, закаливающие процедуры, завтрак, 8:30-10:00, дистанционное обучение. То есть дети приходят к компьютерам, где подключен интернет, занимаются на различных школьных платформах, связываются с учителями, получают домашние задания. Потом выходят на прогулку, трудовой десант, гуляют только на территории детского дома. С 12 до 14 занятия, выполнение домашнего задания. Естественно, вот такое обучение организуется с учетом возрастных особенностей детей. С дошкольниками занимаются воспитатели. Потом обед, с 14:30 до 16 досуговая деятельность. По ней более подробно расскажу в следующих слайдах. Полдник, 18-19 занятия спортом. Это также на территории детского дома. Футбол, бег, различные подвижные игры. Ужин и в конце дня чтение художественной литературы, свободное время. То есть, как видим, в течение дня ребенок занят различными делами, используются различные виды деятельности. И в таких условиях легче переносится самоизоляция, так как есть и разнообразие, и занятия спортом, и, естественно, обучение. Дистанционное обучение у нас предоставляют не только образовательные школы, например, дневника в условиях самоизоляции, предметы, домашние задания и пометки, отправлено учителю или не отправлено, чтобы не сбиться, чтобы не запутаться. Сейчас в данный момент старшие дети у нас вот так ведут дневники. Музыкальная школа также предоставляет для детей занятия. Дети занимаются с музыкальным работником в детском доме. По отработанной программе записывается видео и отправляется учителям. Насчет прогулки, самоизоляция,
Гуляем на территории детского дома. Каждая семья, 12 человек, выходит на улицу отдельно. За пределы территории детского дома мы не выходим. Далее вот прогулки на территории, волонтерская деятельность отряда «Радуга добра» представлена. Досуговая деятельность. Что у нас проводится, как же организуется досуг? Мастерские художественно-прикладного творчества проводят у нас воспитатели. Это лентоплетение, вышивание бисером, валяние, вязание и другие. Литературные гостиные организуются, просмотры, обсуждения кинофильмов, посвященных в Великой Отечественной войне, просмотр фильмов по литературным произведениям, а также их обсуждение, просмотр онлайн-показов спектаклей театра драмы имени Савина, онлайн-экскурсии по Национальной галерее, по Эрмитажу, занятия в ВПК «Юнкер», военно-патриотический клуб «Юнкер», подготовка к проведению мероприятий воспитанниками, то есть воспитанники выбирают тему для себя, готовятся к этим занятиям, проводят эти занятия, также с воспитанниками детского дома своих семей. И участие во всероссийских акциях, проектах РДШ. Также действует клуб «Хозяюшка». Ну вот ежегодная всероссийская акция «Будь здоров», челлендж лесенка РДШ, тоже вот дети третьей семьи у себя проводят и на улице, и дома, например. Игротека РДШ, также старшие воспитанники подготовили мероприятия, проводят с младшими школьниками. Клуб «Хозяюшка», дети внутри семьи готовят, пекут. Занятия спортом в семьях организованы вот шахматные турниры, теннисный стол есть, занятия футболом, регби. На улицу стараемся выходить. Научитесь быть интересными для своих детей. В самоизоляции все-таки есть один плюс – это возможность ближе узнать друг друга, узнать своих детей. И, как говорила ранее, представлены контакты Республиканского консультационного центра. Как записаться на консультацию в Республиканский консультационный центр на сайте семьяконсультант.криро.ру, заполнить форму в разделе «Запись на консультацию», позвонить в консультационный центр по телефону горячей линии 88212 301 247 или 8 912 191 50 03, а также на страничке в социальной сети ВКонтакте. Все консультации конфиденциальны. Спасибо всем за внимание. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефону или записываться ко мне на консультацию по ссылкам, указанным на экране. Спасибо за внимание. До свидания.